Перед тепловизором и мытьем рук все равны, и призывники, и члены призывной комиссии. Сегодня в военкомате Новосавинского района этой весной впервые так многолюдно. Рассаживаемся на сиденье с белыми полосками на социальную дистанцию. Удаленно в этом году в связи с пандемией проходили медкомиссии. В военкоматах запрашивали данные призывников из поликлиник и смотрели, можно ли призвать в армию. Итоговое решение сейчас на очном освидетельствовании. Я бы не сказала, что это стало проще и поверхностнее. Наоборот, это изучение анамнеза, изучение истории развития призывника. Я бы не сказала, что это дольше, это даже эффективнее. Те, кто раздеваются, остаются в масках. В них же и перчатках работают и все сотрудники военкомата. Как говорят призывники, в таких условиях сложно, но можно. Дышать неудобно в маске вообще. Быстро все. То есть я сделал буквально за один день. Призывник Антюшин Роман Александрович на призывную комиссию прибыл. На заседании призывной комиссии теперь максимально удаленная рассадка и минимальное количество призывников. Мы не вызываем, как раньше, большое количество людей, мы их распределили так, чтобы одновременно в здании военкомата находилось не более 20 призывников. Потоки призывников от других граждан, прибывающих в военкомат, разделены, то есть они не соприкасаются между собой. На главном сборном пункте Татарстана всем новобранцам еще сделают тест на коронавирус. И если он подтвердится, в армию в этот призыв пойдут те, кто вылечится до 15 июля. Всего до этого срока из нашей республики призовут более 3000 человек. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.